Ассаляму алейкум. Күн шерифлеріңіз хайырлы болсын епіңізге. Біз әлем этно ресторанында болнамыз. Адет үзре мұнда бізде мирақыл инсанларнен сөбетлер кече. Біріншіден епімізні келген Рамазан айы еле хайрылмаға істейм. Аллах бұтын тұтқан ибадетлерімізні, оразаларымызны қабыл етсін. Бізде се бүгін истедатлы ресам мұсафірлікте Ленур Велиляев ве онен біз субет кечірежекміз, ама башта видео левханы сейр етежекміз қысмет олса. Ну, вообще, честно говоря, я не мечтал стать художником-живописцем, хотя с детства я рисовал без каких-либо целей стать художником. Так сложилось, что у меня отец по профессии архитектор. Ну, мы переехали в Крым, все, папа работал архитектором еще вот в Узбекистане. Когда мы сюда приехали, ну, не так было просто там с работы и все такое, но так получилось, что родители устроились в санатории тут в Заозерном. Вот, мама логопедом, папа художником-оформителем. Ну и там у него была небольшая мастерская. Вот. Ну и, конечно же, иногда меня брали с собой на работу. Ну и, конечно же, я заходил к отцу, проводил время с ним в мастерской. Он там себе рисовал какие-то стенгазеты, какие-то там афиши. Я рядом тоже сидел, что-то рисовал. Мне было интересно. О, мастерская, пахнет красками, разные баночки, скляночки красок. Ну, как-то так это все тоже наводит антураж и по-своему вдохновляет. Ну, я с интересом рисовал это. Вот. Ну и вот с этого как-то и началось, что предложили художественную школу, подумали, может быть, я как-то пойду по стопам, может быть, из меня тоже что-то выйдет. И когда уже заканчивал художественную школу, я уже знал, что есть художественное училище в Симферополе, есть два отделения – дизайн и живопись. Поступал я на дизайн, и был уверен в том, что буду заниматься именно дизайном. По воле судьбы так получилось, что я не поступил на дизайн, мне предложили временно поучиться на живописи. Ну, меня эта атмосфера так поглотила, вдохновила, что я решил остаться доучиться на живописи. И так сложилось, что когда я уже поехал после училища поступать в Харьковскую художественную академию, я подумал, хоть на этот раз поступить на дизайн. Когда я уже приехал со своими училищными работами в приемной комиссии, показываю, меня спрашивают, куда ты хочешь поступать. Я говорю, ну, или на промышленный дизайн, или на дизайн мебели. Они, глядя на мои работы, один из них даже встал, подошел ко мне рядом на мои работы, на меня, и говорит, слушай, не выдумывай, иди пиши заявление на живопись. Потому что там уже было видно потенциал живописца. Как бы я не сомневался бы в этом, как бы я не пытался бы уйти от живописи, все равно жизнь меня направляла именно в это русло. Ну вот скорее, наверное, так и получается, что не я выбрал профессию, а профессия выбрала меня. Ну, если мои работы определять уже каким-то определенным жанром, то можно сказать, что они пишутся в смешанных жанрах, в жанре импрессионизма и экспрессионизма. Вообще, я смелюсь сказать, что я владею разными техниками, так как я прошел, так сказать, всю школу образования в данной деятельности, и техники пробовались разные. Реализм был актуален ровно до тех пор, пока не появился фотоаппарат, да? Точнее, когда уже утрачивалась актуальность передачи, скажем, там, изображения реалистичным образом, да, на холсте, то так появились художники, так называемые импрессионисты. Они были в свое время новаторами данной техники, вот техники крупным мазком или, так сказать, мозаичным мазком. Время, так сказать, требовало какое-то новое новаторское выражение. Художники начали как-то вот обобщенно работать. Импрессионизм и экспрессионизм подразумевает то, что создающий картину художник, автор в этом направлении подразумевается то, что он передает таким образом прежде всего эмоцию, да, характер цвета, характер настроения от взаимодействия цветов, то есть более какие-то новаторские, смелые какие-то решения в изобразительном искусстве.
И моя техника располагает подход здесь и сейчас. А у меня такой характер, что я не могу сидеть долго на одном месте, да, то есть я достаточно подвижный человек. Именно поэтому я и выбрал свою деятельность в таком ключе, чтобы это было быстро, качественно, профессионально интересно. Вот я работал все это время над тем, чтобы совместить все вот эти вот качества, которые были бы сопутствующие моему характеру. Я спешу жить. Вообще атмосфера Крыма, она такая вот вдохновляющая и созидательная. Я люблю вообще ездить по Крыму, открывать для себя какие-то новые места, восхищаться бесконечно. И не только по Крыму, и вообще по разным городам, странам. Опять же, в силу своей деятельности мне иногда приходится с удовольствием выезжать куда-то. Это здорово, но всегда приятно возвращаться в Крым, иметь, так сказать, здесь базу. Особенно остро я это стал осознавать и ощущать, когда вот все-таки я жил в Харькове, пока учился, пока я там формировался, вел свою, так сказать, активно творческую выставочную деятельность. Я ездил по разным городам Украины, там, Европы с выставками. То есть я там реализовывался как художник, да, но уже вот спустя 10 лет и я уже все больше чувствовал вот эту тягу именно к родине, да, именно вот к родной земле, к родному воздуху, к родному шелесту деревьев и к родному пению кукушек по утрам. Я понимал, что я бы хотел бы все-таки быть у себя дома, в Крыму. Крым — это своего рода Мекка такая для творчества. Да, вот такой небольшой ролик, хотя, мне кажется, все присутствующие и зрители, а мы в прямом эфире, они и так вас знают и узнают как минимум по вашим работам. Теперь вы можете поприветствовать, как и хотели. Хош келдіңіз. Хош келдіңіз. Селям алейкум. Что-то я разволновался аж немножко. Нет, у нас здесь такая По-моему, уже располагающая... все сказано, даже не знаю, о чем говорить. Ну, попробую. Да, все гости могут задавать интересующие вопросы. Вот. Я бы хотела спросить у вас сначала, какое-то время назад, по-моему, в прошлом году, вы в соцсетях написали, дали такое объявление о продаже своих работ и сказали, что, возможно, даже больше не будете этим заниматься. Что это было? Почему вот вы думали уйти вообще, не заниматься этим? Ну, я думаю, что у всех у нас в жизни бывают такие моменты, когда на нас нападает какой-то порыв отчаяния, да, там, своего рода, ну, в определенные какие-то сложные моменты в нашей жизни. Тем более коллеги меня поймут, бывает такое, что действительно бывает не просто, не то чтобы там существовать, а даже там элементарно, скажем, продолжать свою творческую деятельность, потому что это тоже требует вложений как таковых. Те же там материалы, да, время, мастерская. Вот, поэтому, ну, наверное, в силу определенных обстоятельств, там, то карантин, то вот сегодняшние события, да, это же тоже все влияет не только на жизнь художника, но и вообще в целом на всех людей. И многие испытывают какие-то непривычные обстоятельства, непривычные состояния. Вот. Я вообще человек позитивный, достаточно волевой. Но в тот момент у меня были такие размышления, ну, как-то были тоже какие-то свои обстоятельства, которые одно на другое наложились. Вот, и я размышлял о том, что, может, действительно, иногда мне даже некоторые там, люди близкие, так скажем, да, говорили о том, что, ну, что ж, по-разному бывает, ну, может быть, там все-таки, ну, иди работать. Я даже там 1,5 месяца на стройке поработал вот недавно, вот в прошлом году летом. И такое было, да. Ну, что просто какие-то были. Вот. И я просто размышлял о том, что, может быть, я что-то не так делаю, может быть, я недостаточно как-то уделяю этому время. Действительно, да, в какой-то момент, может быть, я расслабился и как-то недостаточно уделял времени работе. Но это же тоже вдохновение, тоже, вот как говорят, да, бывает там какое-то выгорание, да, какое-то вот есть такое понятие. Может быть, это оно было, и это привело меня к какому-то
временному тупику, да, может быть. Опять же, размышлял о том, что, может быть, я что-то недостаточно делаю для продвижения своего творчества, но в то же время я не очень приветствую от самого себя слишком какое-то вот пафосное, скажем, да, продвижение, ну там кричать там с прилавка вот я там спешите, покупайте там или там как-то рекламировать себя там в виде каких-то там как это сейчас говорят, стримов, видео, там каких-то вот этих вот дел. Вот, я думаю, ну, пусть работы сами за себя говорят. Вот. Хорошо, что вы сказали временному тупику, то есть вы продолжаете творчество. Да. Ну, вот такие вот размышления были, и действительно в какой-то момент я подумал, ну, чтобы как-то продержаться, ну, что эти работы лежат в мастерской? Налетай, как говорится, забирай. Вот. А там что-нибудь придумаю, может, действительно пойду пока там поработаю где-то. Может быть, попробую там преподавательскую деятельность, например. Ну, просто для стабильности какой-то. Вот. А там, думаю, как сложится. Будет получше, там, займусь этим, вернусь к этой деятельности. Вот. Но я понимал, что да, полностью там как-то взять и, как говорится, порвать с этим, завязать с этим, я уже, можно сказать, не имею на это права, наверное, потому что столько времени на это положено, ну, это целая жизнь, образ жизни по-своему сформировался в связи с этой профессией. Вот. Да тем более поклонников немало, перед которыми тоже есть какая-то ответственность. Вот. Ну, кто-то говорит мне, что «а что это было, что это было?» Я немало таких вот комментариев и от коллег, и вообще от поклонников слышал свой адрес. Мне теперь до сих пор приходится отвечать. Ну, вы правильно сказали, это тогда оно совпало с определенными событиями. Да, то есть это не было, как мне говорят, а что это было? Это был какой-то рекламный ход, это была какая-то... Нет, нисколько это не... Я даже не думал о том, чтобы как таким путем как-то рекламировать. То есть это было обычное по-человечески обращение, да, к людям. Может, действительно кому-то надо, может, кто-то хочет, но, скажем, там цена не позволяет, да. Ну, а тут вот есть прекрасная возможность, там, большие работы, там, метр на метр, там, по десятке, забирай. Что-то осталось у вас вообще? Ну, все распродал. Ну, потому что, вот как видите. бы, вот, достаточно привлекательная, наверное, была цена. Вот. Я просто подумал, ну, или оно будет лежать и ждать у моря погоды, или, так как у меня нет какой-то параллельной возможности стабильно там где-то подстраховывать себя финансово, да, то есть это моя единственная основная деятельность. На это уходит большая часть моей жизни, да, мыслей, дней, ночей. Вот, поэтому я понимал, это единственное, что меня кормит, и я понимал, что или оно будет лежать, или оно пусть живет у кого-то, украшает кому-то пространство, дома, ну и я там тоже как-то продержусь и дальше буду творить. Вот, поэтому как-то так. Вот вы сказали, что какие-то события, они влияют на вас, то есть по-человечески. Как это отражается на творчестве? Потому что мы видим, и в основном ваши работы, они излучают такие позитивные эмоции. То есть это сознательно вы стараетесь именно что-то хорошее людям передать или как-то? Ну, естественно, конечно. Если я взаимодействую с людьми, с окружающим миром, я стараюсь взаимодействовать положительно, иначе в другом, в обратном смысла нет, потому что это энергия, мы общаемся, радуемся, то есть такое вот. Ну, в любом случае, я думаю, что взаимодействие должно быть положительное. А если, как говорится, настроение не очень, то лучше вообще, если есть возможность, не выходить из дома, отсидеться, там, как-то прийти в себя и также приступать к работе или выходить в мир, общаться. Ну, вот как-то так. Поэтому настрой, конечно, позитивный, и если уже чем-то... Это же эмоция, да? Это работы, которые будут висеть у людей в домах, в кабинетах, в спальнях, где люди проводят там жизнь, сон, да, и покупая себе, приобретая какую-то вещь, она их должна радовать. Там вазочка радует, она уже как создает какие-то приятные эмоции, да. Так же и с картинами, только так. Ну и вообще люблю жить, люблю жизнь, хорошая штука.
Вот, поэтому как бы два пути: или радоваться жизни, или ну, зря проживать жизнь. Поэтому все, что... А там уже то, к чему прикасаются руки, все должно быть только с хорошим посылом. Вы много говорите о том, что вас вдохновляет Крым, и в сюжете мы это слышали, и что вам важно оставаться на родине. Не создается ли у вас впечатление или какого-то ощущения, что это как-то ограничивает вас в творчестве? Нисколько не ограничивает меня в творчестве. Наоборот, тут времени бы, материалов бы, чтобы реализовать все задуманные какие-то мысли, проекты. Тут каждый день, даже не выходя из дома, просто в голове какие-то сюжеты. Я же говорю, было бы время, там, здоровье и средства для того, чтобы творить, условия, да, необходимые для творчества. Поэтому Крым, безусловно, он вдохновляет. Я счастлив тому, что я живу в Крыму. Я горжусь тем, что я живу в Крыму. А особенно, как для художника, по-моему, вообще благодать. Неисчерпаемый источник вдохновения. Да. А вот действительно счастье жить в Крыму и куда-то ездить, познавать мир, открывать для себя какие-то, вот как Рамазан Аханов говорил на своей встрече, что открывать разные культуры, страны, бывать, общаться, знакомиться, расширять географию не только творчества, но и вообще вот какого-то культурного взаимообмена, какого-то ментального взаимообмена. Это прекрасно. Вот. Ничего этому не мешает. Желание, там, какое-то необходимое количество средств для того, чтобы там, да, добраться из точки А в точку Б. Вот. А жить здесь, творить, работать, вдохновляться, делиться не только с людьми, которые живут у нас в Крыму, но и с людьми, которые живут за пределами Крыма, в разных других городах, странах, делиться вот этим солнцем, вот этим позитивом, вот этой вот крымской колористикой, крымской энергетикой, и своего рода являться таким одним из представителей нашего колорита крымского, культуры нашего народа, вот, темперамент, какие-то яркие краски, декоративность, свойственна нашей культуре, нашему народу. Да? Это тоже своего рода приятно и тоже своего рода такая вот миссия расширять, открывать, показывать миру. И от этой мысли тоже становится тепло, приятно, и это тоже как-то задает какой-то темп, импульс. Ну, в общем-то, наполняется смыслом жизнь. Как раз к этому мы до встречи говорили, что как раз собираетесь на свою выставку. Да, я давно не выезжал за пределами Крыма. И тут так вот сложилось, что вот в Санкт-Петербурге через 3 дня вот открывается персональная выставка моя. Вот, там 20 работ, небольших работ, 40 на 40, 40 на 50. Ну, достаточно спонтанно все как-то так организовалось. Мы сошлись на вкусах, ну, галерее понравились работы, потому что у каждой галереи есть свои направленности, свои вкусы. Есть там, которые предпочитают какое-то концептуальное искусство, там инсталляции, там, или реализм, или гиперреализм, или вот какие-то разные стили. А эта галерея вот прям вот зашло им по душе. Вот они вот в таком духе, в таком направлении. Крымская энергетика. Да, и к тому же еще и Крым, для них это тоже приятно. Вот. Ну и вот как бы так вот договорились, и поеду. Вот сегодня поезд вечером, поеду на выставку, открывать выставку. То есть вы, как и сказали в сюжете, вы прям, да, спешите и жить, и ну, творить. Да. Вы вообще участник очень многих выставок. Вам насколько важна обратная связь, общение с вашими поклонниками? Или там критики, как вы готовы? Конечно, готов. Критика — это абсолютно здоровое, адекватное явление. Это тот же диалог, тоже общение. Кто-то из коллег может там где-то что-то поправить, там, да, подсказать что-то. И кто-то из зрителей, да, вот, скажем, обывателей, которые иногда бывают такие: я ничего не понимаю, но что-то происходит такое, задевает. Вот. Это тоже хороший отзыв, тоже критика. Да, не обязательно владеть какими-то там словами, терминологией, не обязательно быть профессионалом в этом деле.
Вот. Есть такие, которые там говорят, что это там менее удачно, да, там, или там это более удачно. Ну, для каждого, каждая работа, он ее видит по-своему. Для одного человека эта работа, например, он ее не понял, да, а другой вау, там, да, вот так вот. Ну, вот такие вот бывают реакции. Вот. Поэтому критика – нормальное явление. То есть тут нельзя как-то там обижаться или как-то закрываться, или только там ждать приятных только отзывов. Любая критика – это всегда хорошо. Это и есть вот этот вот взаимообмен, вот эта вот отдача. Где-то в любом случае это учитывается. Конечно, зная какой-то свой путь, там, свои какие-то мысли по этому поводу, ну, в любом случае это все учитывается, и как-то дальше идет процесс совершенствования. Поэтому это нельзя сказать, что вот делаю только так и только так. Больше некоторые там говорят, а вот попробуй так. Кто-то мне там присылает там фотографию, а вот такое напишешь. Я возьмусь, попробую. Ну, вот по-разному бывает. В зале сегодня много ваших коллег, художников, Да, приятно ремесленников. всех видеть. Да, вот сообщество художников, скажем, крымско-татарских, крымских, как вообще у вас происходит взаимодействие? Они, особенно вот именитые, например, художники уже, скажем, они видят вас как-то конкурентов или продолжателей? Какая вообще атмосфера царит в этой богеме крымско-татарской? Я думаю, что между нами никакой конкуренции нет места вообще, потому что каждый работает в своем направлении, у каждого свой круг поклонников, почитателей, каждый мастер своего дела, профессионал своего дела. Наоборот, мы друг друга поддерживаем, друг за друга радуемся успехам друг друга, учимся друг от друга. То есть абсолютно здоровые, нормальные, адекватные взаимоотношения как людей с друг другом, так и коллег по цеху, как говорится. Коллеги, если что, тоже могут присоединиться, задать вопросы. Мне кажется, самое время. А есть ли у вас какой-то вот художник, который вас особо вдохновляет вообще, ну, вообще в мире, на которого вы, может быть, равняться хотели бы или нет такого? На самом деле очень много талантливейших представителей вообще культуры в целом, не только живописи, но и музыки, театра, кино. И вдохновлять может не только вот представители именно живописи, вдохновлять могут люди из самых разных областей. Это тоже по-своему заряжает. Вот, допустим, недавно я побывал на концерте в Крымско-татарском театре, вот буквально пару дней назад, в честь праздника. Вот. Я давно не был на таком вот полноценном симфоническом оркестре, концерте с симфоническим оркестром, с народной музыкой. Это тоже вот придает каких-то сил, когда ты слышишь родные вибрации, когда вот ты вроде бы сидишь в зале, слышишь родную музыку, и хочется просто невольно вот встать и просто впуститься в пляс. Вот это тоже заряжает, это тоже дает сил, что жизнь прекрасна и вот напоминает тебе о своем каком-то, о своей какой-то принадлежности, гордости, дает вот какой-то такой бодрость такую придает. Вот. И поэтому, что касается вот выделить кого-то среди, скажем, там художников, я же говорю, много талантливых художников, каждый по-своему в свое время вдохновляет, да? Просто есть художники, работающие в разных направлениях, в разных жанрах, и каждый по-своему интересен, и каждый по-своему может как-то влиять в определенный период творчества, да, становления творчества. Вот, например, когда я учился в художественном училище в Симферополе, нам показывали, то есть нас учили на образцах работ там, советских художников, да, там Захаров, там Бернацкий, там Серебрякова, там вот как бы вот это такая школа. Училище давало эту школу. Вот. И это было действительно мастерством, научиться так. Естественно, мы ориентировались на вот такой профессионализм. Дальше уже, когда учился в академии, уже на этой базе начался активный поиск своего языка, своей манеры, своей какой-то индивидуальности. Потому что академизмом, а вот как-то быть интересным
с точки зрения своего какого-то, со своей какой-то индивидуальности. Для этого нужно было поработать, вот эти вот поиски. И в этот момент уже сам самостоятельно, конечно, смотрел на разных художников. Вот больше меня привлекали такие художники, представители вот импрессионизма, экспрессионизма, постимпрессионизма. Просто они мне были близки по душе, потому что, как я уже говорю, я человек такой неусидчивый, и я не могу, скажем, там, я выбрал такой путь в своем творчестве, то есть не реализм, да, например, а вот такой какой-то, скажем, обобщенный импрессионистический путь. Но там главное что? Эмоция, взаимодействие цветов, за счет этого тоже создается какое-то настроение, эмоция, жизнь. Вот поэтому я смотрел разных импрессионистов. В этот период я даже постановки писал, экспериментируя, применяя туда какие-то вот эти вот технические моменты, которые вот наблюдаются у, скажем, там, где-то Ван Гога, где-то там Поля Гогена, потому что там тоже есть своя стилизация. У Ван Гога там жирный, такой смачный, как говорится, мазок, да, в то же время своя стилизация. У Поля Гогена у него более такая вдумчивая живопись, такая стилизованная, философская. Это тоже было интересно. Даже вот в академии, когда я пытался так вот писать, первые 2 курса, так сказать, поработал на репутацию, чтобы показать, что да, вот есть академизм, все, могу. Вот. А потом уже там 3-й, 4-й курс начал уже экспериментировать, потому что понимал, вот-вот уже закончил академию, надо уже как-то к выходу, как-то уже иметь какое-то свое письмо, свой язык, свою манеру. И стал экспериментировать уже на постановках. И было такое, что там, профессор там, подходил, там, с сигаретой в зубах, в мастерской, там, за спиной, там, ну, так, там, бесцеремонно, как говорится. Ну, там, что ты делаешь, там, дай сюда кисть, вот это вот, там, вот так надо, вот так надо. Это ты вот это вот свои, вот это будешь там в общаге сидеть, там, экспериментировать, а тут давай, там, выполняй задачи. Ну, и было такое, что да, там, уже один холст взял, отписал постановку как надо, взял другой холст, уже написал уже так, как хочется. Ну, вот такие вот были моменты. Были и даже какие-то конфликты по этому поводу, ну, потому что тоже на тот момент, может быть, тоже были какие-то вот эти порывы, эмоции, когда ты понимаешь, что есть какие-то первые успехи, есть какая-то там реализация картины, что уже есть какой-то свой язык вырисовывается, да, что уже начинает как-то узнавать манеру. Ну и появляется какое-то чувство такое, что ну все, я уже как бы состоялся и вот, могу себе позволить там вот в таком духе. Вот. И было такое, что так думал, ну, я буду делать так, как вот... Даже было такое, ну что это, академизм, сколько можно академизм, надо что-то новое, что-то как-то, чтобы интересно было, ведь это художник, он же творческий, на что и художник, а не просто вот исполнение. Ну, были такие. Потом, конечно, даже было, чуть не отчислили меня, уже собирались отчислить. Я, да, отчисляйте. Там. Бунтаря такого. Да. Вот. Я там... Как бы, все, я думаю, и без вас справлюсь, я, в общем, нормально, нашел себя, отчисляйте. Ну, хорошо, отчислим, отчисляйте. И потом я уже был готов к тому, что там, родители, что там у тебя, там отчислять, да, ну, сынок, ну, доучись там уже, ну, что там, 4-й курс, ну, уже забери диплом и все. Ну. Я говорю, нет, все, не понимают. Вот, ну, потом я уже... и там в коридоре один из преподавателей, который преподавал там на первых курсах, говорит, Ленур, не руби с плеча, говорит, там серьезно настроено, там ну, просто ну, как бы отчислят. Вот. Я говорю, ну пусть, не, говорит, ты давай это, проглоти это, потому что, говорит, восстановиться будет потом уже невозможно. Тем более ты на бюджете учишься, все, ну, говорит, ну, доучись уже, не надо вот этого. Вот сделай задание, как надо, пересдай, там, понятно, там стипендии лишили, все, но это, ладно уже. Говорит, ну, доучись, потому что потом пожалеешь. Ну, я его послушался, думаю, да, действительно, раз он уже мне говорит, думаю, ну, да. Ну, так вот я доучился академию, думаю, все, до 4-го курса бакалавра заканчиваю и в свободное плавание. Ну, так и получилось. Вот. Ну, я уже со 2-го курса академии, уже вот, на 2-м курсе академии вот, организовал первую персональную выставку в 2008 году в Харькове. Вот.
И потом как-то были какие-то первые отзывы, это немножко так прибавило мне какой-то уверенности. Я дальше стал как-то вот проявлять такую инициативу сам, потому что ну, никто ничего не знал, студент. Вот, стал просто там, галереи Киева там, писать, там, отправлять письма, там, посмотрите работы, можно ли выставку сделать, там. Ну, где-то отвечали, где-то мы договаривались, я ездил и так там, вот, Днепропетровск, там, Одесса, там, Львов. Ну, вот так вот я писал и приезжал с выставками, потому что я понимал, что раз уж художник, раз уж это моя профессия, то надо тут проявлять активность. То есть само оно не придет и ждать, там, что кто-то там заметит там, и пригласит. Нет, нужно было самому действовать. Ну и вот так вот постепенно как-то люди стали узнавать, видеть, стали где-то потом приглашать на какие-то пленэры, симпозиумы. Вот. Ну, как-то так оно пошло и поехало. Вот. Теперь у вас своя мастерская, какая там атмосфера царит? Ну, сейчас, на сегодняшний день, своей мастерской пока нет, пока это в мечтах и в целях. Вот, пока как бы так арендую просто небольшое помещение. Вот, ну, да, есть как бы небольшой уголок, где у меня есть возможность творить. Вот, когда-никогда вот выезжаю куда-то там пописать с натуры. Вот. Вы живете в Кизлеве, там Да, как раз располагает природа. Да, везде, во всем Крыму располагает природа. Ну, там, да, как бы море, воздух. Ну, это старый как раз город. оттуда, наверное, сейчас картины показываются. Да, это вот на пляже там как раз мы выехали, пописал немного. Это в Чехии, в Праге тоже вот туда как-то пригласили с выставкой, поехал, неделю там пожил. У вас вот, кстати, много картин, где изображены инжиры, гранаты. Вот в Дервишево, по-моему, они тоже. Ну да, есть такое. А это какая-то серия работ, вот перчики. Да, ну да, это серия работ, просто как-то тоже там, думаю, напишу инжиры, написал инжиры, там, напишу гранат, написал гранат. А напишу айву, написал айву. А что еще есть? Там, виноград. Так, по фруктам что еще есть? Хурма. Там, так, ага, а что это? Овощи, что же интересно, там перцы, какие они яркие такие, характерные, думаю, перцы напишу. И вот как-то людям понравилось, то есть какой-то, ну, не пейзаж, да, вроде бы тоже как-то декоративно, тоже какое-то настроение есть. И вот таким образом тоже родилась вот такая вот серия натюрмортов, и поэтому вот периодически как бы возвращаюсь к этой тематике. Ну, это тоже как-то крымское настроение такое. Да, то есть это тоже крымский колорит, какой-то вот характер, то есть декоративность какая-то своя, ну, импульс какой-то. Вот это работы там 2008 года где-то, вот 2010. Вот это недавно написана работа. А вам важно в работы всегда Это, кстати, вложить... работа вот в Лондоне тоже была представлена на выставке, вот это с арбузом как-то. Вот это Узбекистан в 2012 году ездил. Ну, это я уже по впечатлениям здесь писал. Ну, в Харькове еще когда жил. Вот, так что, ну, это тоже вот относительно недавно написанная работа. Это тоже на пленэре было дело. Это вот Рустам Ага Дервишеви тоже как-то был симпозиум, нас привезли в Бахчисарай, вот написал улочку. Думаю, напишу улочку Рустам Ага, вдруг понравится, вдруг захочет купить. Да. Вот у нас уже есть первый вопрос, если микрофон дадут. Буйренес. Извините, раз перебил, вы что-то тоже хотели сказать. Я, во-первых, Поближе микрофон только. представлюсь. Гульнара Негляденко, я вам недавно писала. Да, помню. Вот. Ну, как вы сказали, вау, я когда в первый раз увидела работы на Фейсбуке, я, конечно, была в восторге. Я тоже очень люблю импрессионизм. Есть у нас даже художники, которые мне напоминают эту технику. Я сама тоже художник, но больше художник, преподаватель. Я работаю в крымско-татарской школе в Старом Крыму. Занимаюсь декоративно-прикладным искусством. Состою в творческом объединении Чатырдак. Это крымский стиль наш. Здорово. Вот. Мне бы очень хотелось узнать, как ваша семья вас поддерживает. Потому что для художника это очень важно. Кроме этого, ну, может, совсем немножко о личной жизни, совсем. Да, легко. Вот совсем немножко.
Можно и вообще не говорить, если не О чем хотите. угодно, о чем да. угодно. Я открытый Ну вот, человек. например, для Открытая меня такая встреча. моя семья — это очень важно. Естественно. Вот. Творчество творчеством, ну это. И еще, если у вас какие-то ученики, может быть, талантливые какие-нибудь уже, если бы я располагала временем и возрастом, хотя и мне и сейчас не поздно. в Никогда не принципе, поздно. Конечно. так, только красок подкупить и в ученики. У вас уже есть первая Да, ученица. да. И еще я хочу вас пригласить в Старый Крым. С удовольствием. У меня, конечно, Согласен. мой частный дом. Вы можете просто у меня Прекрасно. жить и творить в нашем бывшем, в нашей бывшей столице, в Салхате. С удовольствием. Прекрасное Да, предложение. и еще я очень, Согласен. да, я очень горжусь, что у нас есть такие очень талантливые молодые художники. Я всегда восхищаюсь, у меня нет никакой зависти. Я, наоборот, очень хочу, чтобы у нас было как можно больше вот таких смелых художников, в картинах которых я вижу моих любимых импрессионистов. Как вы сказали, и Гогена, и Ван Гога. Даже здесь брызги Поллока вижу. Очень Да, хотелось да. бы, чтобы у нас побольше рождалось таких талантливых художников. Творчества вам огромного, чтобы вам со всех сторон помогали материально тоже. Вот если есть здесь меценаты какие-то, я сама человек не богатый, но если бы я была богатой, я бы, наверное, помогала всем молодым Верю, художникам. не сомневаюсь. Потому что самой когда-то не хватало. Понимаю. Вот. Удачи вам, Согласен. творчества и не вешать нос. Это точно. Вот, все. Согласен. Согласен. Çok sağ Çok olun. sağ olun. Да, много вопросов да, было. да. Ну вот как раз-таки тоже замечу, вот вы сказали Поллок. Поллока я узнал и то случайно, намного-намного позже, и то кто-то там показал. То есть я думал, Поллок это какой-то, наверное, какой-то, как говорят, мега-концептуалист, там что-то, я не знаю, что это может быть делает. Ну, поэтому как-то так вот скорее вот эта вот хлесткость мазка, да, вот это вот брызги, это вот как раз-таки мой характер, когда вот эмоции переполняют, хочется как следует. Хорошо с кистью Да, руках да, ну в в хорошем смысле этого слова. Потому что вот как я недавно встретил тоже в интернете фразу художника Анри Матисса, живопись, я не помню дословно, живопись требует или любит смелость. Вот как бы немаловажный фактор. Поэтому это даже вот это как раз путь становления, когда таким образом перебарываешь какую-то робость, какой-то страх перед холстом, да, перед задачей. Когда, как говорят, возьми да психани, ну вот, и из этого уже рождается вот эта вот какая-то уверенность мазка. Вот. Ну, да, так с любым делом, да, вот. Делаешь, не бойся, боишься, не делай. Ну вот как-то так. Поэтому иногда вот приходится в самом себе вот это вот вытаскивать, вот эту вот смелость. Да, семья. Личная Семья. жизнь Кстати, всегда вот мою маму интересна. тоже зовут Гульнара. И, конечно же, семья меня очень поддерживает, понимает. Поддерживает, понимает. Но не хочется просто слишком как-то громко говорить. Как бы родители достаточно такие тоже творческие. Папа архитектор по профессии. Вот, наверное, все с этого и началось. Вот, мама логопед, тоже с творческим мышлением, любит петь. Там папа на аккордеоне играет. Вот. Ну, как-то вот оно, видимо, вот как-то так сложилось. У мамы две сестры младшие, тоже филологи. Там одна учительница музыки, другая учительница немецкого языка. Они живут сейчас в Узбекистане. Вот. Ну, наверное, вот, вот это вот какое-то окружение, оно тоже дает какой-то посыл, наверное. Ну вот, да, так что родители поддерживают, конечно, я им очень благодарен. Даже помню, еще когда учился в училище, я благодарен отцу за то, что он вот
помогал мне с материалами. Ну, особо-то как бы средств не было для того, чтобы там как-то покупать какие-то дорогостоящие материалы. Но был такой, так сказать, бонус. Родители работали в санатории «Чайка» в Заозерном. Папа художником-оформителем, а мама логопедом там. И там, ну и я там отдыхал. Каждый месяц как бы мне давали путевку. Я там, то есть меня там сотрудники все хорошо знали. Вот. И когда я уже стал учиться в художественном училище, а там еще с советских времен остались такие большие, там 2 метра шириной, толщенные, там 4 или 5 рулонов репинского холста, фондовского вот этого, Подольск, там 86-й год выпуска, грунтованный, лен, крутой холст. Вот. А я в училище учусь, там, мы там простыни натягиваем на подрамнике, там, на чем угодно пишем, там, на бумаге, на картонах, там, на чем, с матраса снимаем, там, вот эту вот наволочку натягиваем. А тут первый, второй курс, все такие: о, репинский холст, ну, так называемый репинский холст. Вот. И так вот я практически все училище, еще начало академии прописал на этом холсте. Но там было условие, заведующая санатория, ну, там просто эти холсты все равно в кладовке лежат, там их мыши грызут, и все, ну, никому не надо. Вот. И отец говорит, заведующий говорит: а вот сын учится, говорит, ему бы как раз эти холсты бы пригодились бы. Говорит: ну ладно, тогда за каждый рулон по одной картине. Хорошо. Ну, я вот за каждую роллу по одной картине писал, и теперь у меня там в санатории целый уголок картин. Вот. Ну вот, как бы к тому, что вот родители по-своему помогали, как могли. Вот, и поддерживают. Насчет личной жизни, холост. Имею 2 сыновей от разных женщин, девушек. Ну, так сложилось. В Харькове жил, учился. Так сложилось, что одногруппница из Донецка, Екатерина, ну, славянка, да. Вот. Ну, дружили, общались. Ну, как-то так получилось, что вот были какие-то отношения, это был не брак. Ну, родился вот старший сын, вот, Леон зовут, ну, назвали Леоном. Долго не могли дать имя, начались какие-то вот эти вот споры с именем. Целый месяц не могли дать имя, там уже когда в ЗАГСе надо было регистрировать, ну, Леон, думаю, ну, пусть будет Леон. Ну, Леон, уже как бы так, более-менее. Вот. Ну, а потом как-то сыну было полгода, ну, в общем, мы еще учились в академии, ну, она уехала в Донецк к маме, ну, как-то вот так вот, по ее инициативе, ну, как говорится, насильно мил не будешь. Ну, вот так сложилось. Вот. И я жил дальше в Харькове, там, ну, понятно, я закончил академию, снимал квартиру, жил, ездил по выставкам туда-сюда. Вот. Ну, тоже познакомился так. Шел по улице, идет девушка, подошел, познакомился. Вот. Ну, и как-то так начали общаться более тесно, так скажем. И ну, как-то все равно хочется иметь друга, тыл, да, вот как-то так вот. И, ну, и, в общем-то, вступил, так скажем, в этот союз. Хотя вот внутри говорила, что нет, ну не то. Ну, думаю, ну ладно, мало ли мне кажется. Мне говорили, да тебе так кажется. А думаю, ну действительно, может быть, мне кажется. Что там искать какой-то идеал? Вот любят, хотят. Думаю, ну все, стерпится, живется. Думаю, ну вот как-то так. Вот. Ну и вот так вот родился младший сын Тимур. Вот. Ну и 4 года мы пожили вместе. Вот. Ну, сыну был год. Ну, тоже как-то так сложилось, что дальше, видимо, уже не было заинтересованности в человеке сохранять. Понятное дело, что в жизни, в любом, наверное, в каком-то союзе, браке есть какие-то свои точки соприкосновения, да, будем так говорить. Поэтому тут уже кто насколько заинтересован сохранить, как говорится. То есть я воспитан в таких достаточно благородных семейных ценностей. Для меня семья — это не игрушка, там, не просто там наклепал и убежал, ну, как говорится, да, а все-таки это семья, особенно когда есть дети, ну как это так? Это же дети страдают потом, ну, жалко же детей. Ну, тут уже ничего не поделаешь, человек как бы сделал свой выбор, ну, значит, не заинтересован. Ну что ж, ну, пришлось как бы вот
Вот. И это все как-то так сложилось, и думаю, ну что мне уже оставаться тут в Харькове, как бы уже поеду я. Да уже я планировал как бы жить в Крыму, ну, по крайней мере, жить, может быть, на 2 города, да, и там, и здесь. Вот. Ну, когда так сложилось, думаю, тем более, когда вот эти вот границы, 2 разных государства стали вот эти сложности какие-то, надо было уже понимать, родители здесь, значит, надо быть здесь. Все, ну, как бы однозначно. Как бы мне там тяжело ни было бы, ну, а было непросто, потому что все было там налажено за это все время. А сюда я приехал, ну, пока еще мало кто обо мне там знал, слышал, и все, ну, пришлось много начинать сначала, как-то вот нарабатывать, находить себя. Да, ну вот, действительно, знакомо коллегам этот момент. Вот. Тоже были моменты такие, когда и руки опускались там. Вот. Но, опять же, родители поддерживали, давай, ничего, временно все переживется там. Вот. Я год как-то так проходил, надо же было прожить эти семейные проблемы, это что же психологически непросто. Когда в душе не очень хорошо, тут не до этого. Вот. Ну ничего, как бы так отошел, взял себя в руки, думаю, надо делать. Все, я уже понял, что я уже здесь. У меня были мысли, думаю, может вернуться, может быть, я зря уехал, может быть, это. Думаю, нет, все, я уже здесь, я уже приехал, все. И надо, в общем, жить дальше и творить. Ну и вот пошло, поехало. Там вот выставка в Евпатории, там в Симферополе, так. Ну и как-то вот в своей тарелке, дома и Хорошо, стены что греют, дома. как говорится, да. Вот. Меня это всегда радовало и утешало, что как бы там непросто было бы, но то, что я дома, а не где-то там гость, это дорогого стоит. Ну, это важно. Особенно вот когда родители, да, вот. Потому что жить где-то, я и так вот 10 лет прожил, так сказать, вдали. Ну что я там приехал там раз там, в 5-6 месяцев, побыл там неделю и уехал. То есть я, получается, не живу, не взаимодействую. А хочется взаимодействовать с семьей, быть одним целым, поэтому для меня это тоже важно, поэтому это тоже был такой один из важных таких вот моментов, которые меня побуждали не сомневаться в своем выборе, что я правильно сделал, что вернулся. Абсолютно правильный выбор, что вы вернулись и что мы все вместе у себя на родине. Да. Вы упоминали, ну, я так поняла, среди своих кумиров ваши студенческие, ученические годы Пола Гогена. Действительно, вот есть мазочки похожие, но у Пола Гогена очень много портретов. Да, конечно. И он таким образом нам оставил, по сути дела, этноисторию, да, Полинезии. Да. Человека на ваших картинах мало. Ну, я не очень компетентна, возможно, не со всеми картинами я знакома, но это либо о чем-то говорящая фигура, обязательно говорящая, даже если он спиной. Ну, я слышу, по крайней мере, что он говорит. Но человека, портрета нет. Почему? Ну, тут нет какого-то глубокого смысла или какой-то причины. Просто я себя чувствую свободней в пейзаже, потому что он не обязывает, потому что портрет это все-таки немножко такое отдельное искусство изобразить в изобразительном искусстве. Там все-таки есть свои цели и задачи, которые нужно выполнить. Это сходство, да, пропорции. Это я все выполнял, и могу сказать, что достаточно успешно выполнял на академических постановках, там, в училище, да, в художественной академии, и портреты, и композиции там, жанровые, там, фигуратив, да, там, и обнаженки. Все это, ну, это все учебный процесс. Я, можно сказать, это вот так вот наелся вот, всех вот этих вот задач. То есть для меня это такой учебный процесс. Я могу вот сейчас вот сесть там за мольберт и написать там портрет, да, или там фигуру, там рисунок, нарисую рисунок, там живопись, пролеплю как надо, академические, там анатомию, там коленные чашечки, суставы, все это есть, это, как говорится, уже никуда не денется. Вот. Но
я просто понимал, зачем мне это надо. Если мне это не интересно, то что я себя буду насиловать, делать это? Для кого это? Зачем это? Есть люди, которые вот любят писать портреты, там, написать бы ваш портрет, там, или нарисовать, ну вот восхищаются. У меня нет такого. У меня вот пятно какое-то, сделать красивое пятно, да, вот эмоцию. Даже не портреты. Вы знаете, даже не портреты. Понятно, что портретисты — это такой отдельный отряд художников, а просто человек. Ну, Человек в кадре, да, вот человек в картине. Ну, людей я изображаю в своих работах скорее, как говорится, стафажем, да, вот есть такое понятие стафаж, то есть когда это не полноценно проработанная фигура, а так, намеком, тем же мазком. Этим я показываю, что, жизнь, то есть это не пустые города, не пустые там пляжи, а жизнь. Так же символично, как я показываю, что это там дерево, да, я его там не выписываю, там каждый листочек, просто вот как-то накидал, да, будем говорить, там, каким-то пятном, но чтобы оно было похоже на дерево. Так же самое и с людьми. Они есть, но только вот в таком обобщенном варианте. Да, то есть они не являются, то есть это не претензия на какую-то жанровую картину, на какую-то жанровую композицию, это пейзаж. Но в пейзаже есть где-то птичка пролетела, где-то намек на то, что люди ходят. Иногда бывает, что можно действительно проглядеть, что кто-то идет по своим делам. То есть даже вот мазком каким-то, не прорисовывая, можно все равно же показать эту пластику, силуэт, что в этот момент человек делает. Бежит или стоит, или идет, как идет, да. Даже, может быть, не показывая лица, а просто вот направление вот этих там 3-4 мазков, можно показать, что он раз остановился, задумался и смотрит, да, на что-то. То есть вот таким образом добавить этому пейзажу сюжет, что там, допустим, сейчас там умиротворенно, да, или там, где, допустим, какое-то место, там, скажем, туристическое, и там вот бурлит что-то, люди, там кто-то кофе куда-то несет, какой-то вот базар, тогда да, там много-много людей, кто-то понес поднос, опять же намеком, кто-то там с коляской пошел, там, кто-то там, мама с ребенком там за ручку пошли, то есть как-то вот так, но не вырисовывая это. То есть если уже ставить отдельно задачу нарисовать какую-то жанровую картину, можно, но у меня нет такого желания, стремления. Если скажет там человек, там, хочу, там, напиши там, не знаю, там, Матадора, который там останавливает быка, там, борется с быком, можно будет поработать над этой темой, поделать эскизы, цветовые разные решения, сделать это как бы на достойном профессиональном уровне, можно. Но я не пишу такие жанровые картины, все-таки это так сугубо индивидуально. А пейзаж — это такой формат, вот картинка, да. То есть пятно всем понятное, да, природа, вот, эмоция. Поэтому вот я для себя выбрал такой вот путь. Поэтому тут нет таких вот каких-то предубеждений. Ленурбей, вы Да. бесспорно очень популярный художник, даже для своего возраста, столь молодого. Наверное, это благодаря, прежде всего, даже не наверное, это уверена, благодаря вашему таланту и вашей вот такой активности. Как говорят, 99% труда и 1% таланта. Вот, Да, абсолютно наверное, так. точно. И помню, что мое такое первое знакомство с вами было в Кезлеве, в Дом-базар Хапусо, где Диляра Ханум достаточно долго проводила вашу выставку, и мы там с первого раза, со второго раза, каждый раз приезжаю, знакомились с вашими картинами. И, конечно, ваши картины, они достаточно узнаваемы. И у вас сформировался определенный, таких круг ваших поклонников. Да? И, соответственно, люди покупали ваши картины, да, и на эти картины сформировалась некая стоимость, которую вы, естественно, предлагали, и мы все знаем, что стоимость даже на предметное искусство, да, они все равно формируются в рамках там, спроса, предложения, плюс, бесспорно, я не знаю, может быть, мнению специалистов, какой-то уникальности, просто понравилось и так далее. И вот я возвращаюсь к этому вопросу о ценовой политике, которая так нашумела в соцсетях. Во-первых, как при этом
будут чувствовать, как вы думаете, вот это вот отношение, связанное с таким мощнейшим демпингом, будет сказываться на, ну, просто вот на неком там таком моральном, может быть, этическом отношении вот уже сформировавшихся ваших поклонников, которые, ну, честно говоря, даже хвастались, что вот у нас есть такие картины Ленуры Виляева. И, допустим, о будущем. Как вы планируете тогда формировать уже в будущем цену? Потому что когда мы с низкого постараемся выйти опять на какой-то средний, там, это очень сложно, гораздо сложнее, чем вот держать эту стоимость. Потому что, ну, вот, такой деликатный вопрос, ну, я думаю, Абсолютно мне он нормальный интересен. вопрос. Вопрос от экономиста. Абсолютно нормальный вопрос. На самом деле, как бы я учитывал этот момент. Но я отнесся к этому абсолютно тоже адекватно, без всяких каких-то страхов, опасок, каких-то там, как это называют, предрассудков, да, в этом плане. Я думаю, что никому не должно быть обидно, да, если кто-то там работу у меня сегодня купил там за 30 тысяч, а завтра там за 10 тысяч, а послезавтра я ее продам за 150 тысяч, например, да. Ну, от этого будет зависеть мое сегодняшнее состояние, как бы какой-то на сегодняшний день уровень и уровень, там, скажем, там, данной работы, да. Вот. И все-таки я думаю, что я, наоборот, делаю очень даже хорошо, потому что есть много, да, людей, которым нравится мое творчество, которые тоже хотят иметь у себя вот картину, да, например, мою. Вот. Но и много таких людей вот спрашивают, а сколько там? Ну вот столько, ой, дорого, ой, там, ну, копить придется, там, или просто не могут себе позволить, да. Но в таком случае вот бывают иногда вот такого рода там скидки, акции, да, какие-то такие, я даже нахожу это благородные акции какой-то, вот. Почему нет? Да и в конце концов, я творец, я создаю эту вещь, хочу ее дарю, хочу за 100 тысяч продаю, хочу за 10 тысяч продаю. Ну, опять же, индивидуально. То есть тут такой тонкий момент, все зависит от того, насколько человек действительно проникается моим творчеством. Если он видит, что действительно интересный художник, интересная работа, если он действительно понимает, что есть действительно в ней ценность, если у него есть возможность, там, скажем, заплатить какую-то указанную сумму денег, он будет даже, иногда бывают такие случаи, которые понимают, что вот они, скажем, там дали как-то там эти деньги, но они вслед говорят, вы знаете, эта работа стоит дороже, сами же говорят. Вот. Поэтому тут как-то такой вот момент здесь и сейчас. Поэтому смысл думать о том, что а как я потом буду? Но если сидеть и ждать, вот, там, работа стоит 50 тысяч, и все, больше никуда. Вот и сиди, жди у моря погоды. Ну, сиди там, голодай, или на стройку иди работай. Ну, вот. А так, когда она есть, надо отпускать это в мир. Это и человека будет радовать, а там разберемся. Ну, как бы... А эта акция, она продолжится еще? То вы сказали, что все распродалось, да? Ну, на данный момент я, скажем, там работы вот такого формата, да, я не планирую там как-то распродавать. То есть на тот момент вот кто успел, тот успел, как говорится. Вот. Есть у меня там небольшие работы 40 на 50, да, по 10 тысяч, пожалуйста, вполне. Завтра, может быть, мне захочется там плюс-минус, да, как говорится. Поэтому надо варьировать. Если быть принципиальным, мне кажется, это не перспективно так думать. Да, надо... Не, одно дело, если человек работает над работой там, ну, долго, да, там, месяцы, там, и как-то у него есть там какой-то свой другой там доход, да, там, или там есть спонсор, который там ему все организовывает так, чтобы он спокойно там писал одну работу в полгода и продавал ее там, ну, за миллионы, да. Такое тоже может быть. Но у меня такая ситуация, что я и художник, и ремесленник, ну, по сути, да, то есть я создаю что-то, и это должно кормить меня. Поэтому
Сколько таких людей, которые готовы там 100 отдать за работу? Ну, как бы в моем окружении пока немного. Поэтому я вынужден быть гибким. То есть сейчас так, завтра так. Если даже там человек, допустим, скажет, а вот там мой знакомый там купил у тебя там за 10, а ты мне там предлагаешь там за 50. Ну, я скажу, ну вот так сейчас. Попробуем найти какие-то компромиссы. То есть я всегда открыт. То есть если человек скажет, а может быть там подвинемся, может быть там чего-то как-то, я на данный момент рассматриваю этот вариант. И я всегда стараюсь удовлетворить в любом случае человека, который желает приобрести мою работу. Всегда можно. Я еще вот хотел сказать, что, я же говорю, есть люди, которые готовы, у которых есть возможность. Да, там, для них там 50 тысяч отдать за работу, это как один раз пойти в ресторан, посидеть, покушать. Там. Ну, или там люди же телефоны себе покупают, там айфоны там, за 100 тысяч, которые через 3 года они выкинут. Там, 5 лет уже все будет не актуально. А это на века, это мало того, что это энергия, это же энергетика. Она может, это здоровье человека, оно дорогого стоит. То есть человек каждый день, каждое утро, там, просыпаясь, показывая кому-то, создавая у себя атмосферу доброжелательную, таким образом он может продлить себе жизнь, успех, удача. Ну, это как бы, если с этой точки зрения посмотреть на это, да, в конце концов, это инвестиция. Завтра, послезавтра там на всех баннерах там спешите, спешите, Ленур Вереляев, спешите, только сегодня, только у нас там картины там по 1 000 000 рублей, да, там, пошутим, представим себе, да, допустим, так вот, если развивать эту тему. Сегодня человек купил ее там за 50 тысяч, завтра он ее там захочет, продаст дороже. Да и вообще просто будет что оставить там детям, родственникам. Ну вот, в любом случае это эмоция. И если так вот посмотреть на это философски, то это не просто картинка, не просто вот изображение, это энергия, которая несет благополучие. Возьмите свет. Возьмите свет. Ну вот так вот немножко аллегоризировал. Ну в целом вот так вот. Поэтому, что касается вот этой вот ценовой политики, тут я думаю, что, по крайней мере в моем случае, я чувствую, что надо проявлять вот эту гибкость и таким образом быть доступным большинству людей. Не каким-то там отдельным, не какому-то там отдельному кругу людей, там, меценаты, бизнесмены и все. А люди, которые могут себе позволить это приятно. У нас есть еще вопросы, Айдар Габыринс. Ленур, Да. а ты как-то коснулся, что тебя, не знали в начале пути. Я, знаешь, задолго до твоих выставок видел твои работы. Будучи в Харькове, наверное, выставка была по интернету. Вот. И тогда я удивился, этот художник молодой приедет сюда или нет. Потому что обычно, когда учатся в мегагородах, они устраивают свои выставки, творчество, все-таки там больше возможностей. Вот. Но, тем не менее, ты приехал. Вот. И те работы, конечно, я до сих пор помню, они такие дерзкие, смелые, мне очень близкие по духу. Вот. Вот. И, конечно, вот сейчас хотелось бы сказать, вот в жанре натюрморта, пейзажа, там, городского пейзажа, много художников работает, и приезжие на эту тему, и много прекрасных работ. И, конечно, вот в этом ряду очень сложно себя найти, быть узнаваемым, быть уникальным. Вот. И в этом плане, вот я помню, у тебя одна из первых выставок в Крымско-Татарском музее была, выставка. Да. Вот. И, естественно, вот анализируешь, вот для себя анализирую, вот там, помню, такие чувственные, такие дерзкие, экспрессивные. И вот по истечению уже какого-то времени уже работы обретают уже другой уровень уже. Потому что здесь уже работы, уже монолог происходит между зрителем, между пространством, где они находятся. То есть
они уже на другом уровне уже работают. Поэтому мне очень приятно осознавать, что вот уже ты не молодой художник, а ты уже воспринимаешься как художник, потому что когда мы говорим молодые художники, как бы предполагаем какие-то ошибки там это, а это вот процесс вот все самый вот то количество, оно которое мгновенно перешло в качество. Вот. И ну что я еще хотел сказать? Вот вы знаете, вот как-то была передача на крымско-татарском языке. И мне на следующий день звонят, ну, из русскоязычных художников, и говорят, вы знаете, вчера твою передачу видели, говорит, я, говорит, ничего не понял, но мне так понравилось. Да, но я к чему говорю? Вот если нашу передачу сегодняшнюю показать потом, вот, ну, и с работами вместе, в любой стране, то, наверное, будет такой же отзыв. Наверное, ничего не будет, но нам очень понравилось. Ну, уже хорошо. Уже не зря. В общем, я тебя это самое хочу поздравить. Ты очень полезную, большую работу делаешь. И вот та география твоих выставок, конечно, думаю, она очень хорошая, потому что ты представляешь и себя, и народ, и Крым. Сава. Sizге sağlık, дорогая. Сау. Sağ olun. Вот вы тут рассказывали, как, ну, шли к своему стилю, да, получается, изучали там разных художников и пришли к такому экспрессионизму, плюс, получается, это импрессионизм. Ну и хотелось бы узнать, это как бы ваше окончательное такое воплощение вашего стиля или еще будет продолжение, может быть, что-то будет меняться, ну и как-то какой-то, может быть, к новому чему-то есть стремление. Ну, интересно было просто. Согласен. Ну да, вот насчет импрессионизма, экспрессионизма, я не задумывался над тем, вот в каком мне жанре работать, импрессионизм или экспрессионизм. Я просто думал о том, чтобы как-то было интересно, да, в плане вот письма, языка. Вот. Ну да, импрессионисты смотрел, как-то вот это было близко по духу, а уже экспрессионизм получился сам собой. Вот импрессионизм плюс какой-то темперамент, плюс какой-то импульс личный, так получился экспрессионизм. Просто как техника. А техники могут быть разные. Да, я могу сказать, что в такой технике мне комфортно работать, а там дальше, да даже сейчас, если, допустим, кто-то захочет, там, попросит, там, будет какой-то заказ, а напиши вот как бы не так, а что-нибудь там в духе, там, ну, более плоско, да, как-то, или более там стилизованно, или более реалистично. Можно подумать, можно взяться и сделать так. Но все-таки я хотел бы остаться вот в тех удачных каких-то моментах в плане вот исполнения, которые вот уже найдены. Потому что тоже нужно быть с этим осторожно. Можно увлечься там какими-то трендовыми моментами, да, вот, например, там сегодня модно, там, скажем, там современное искусство в каком-то. Оно же тоже бывает разное. Оно бывает качественное, где там действительно есть креатив, талант, да даже если там какая-то полоска по холсту, ну как это сделано, да, то есть если чувствуешь, что оно не подобие, да, вот, то да. Вот, поэтому с этим тоже нужно быть аккуратно, то есть не обмануть самого себя, не следовать, вот сегодня модно это, надо так делать, сегодня там модно это, надо быть преданным самому себе. То, что ты делаешь хорошо, то, что у тебя хорошо получается, то, что созвучно с твоим характером, с твоим темпераментом, с той школой, которую ты получил, вот это вот все совместить. Поэтому я думаю, что я буду в этом же стиле, ну, тем более людям нравится вроде бы. Вот, поэтому я буду в этом, и мне комфортно. Я не мучаюсь, там, не потею над тем, как это. Поэтому, а там дальше посмотрим. Буду, может быть, там пробовать, там, плюс-минус, там. Да, оно само как-то. В любом случае, вот на этом. Опять же, все зависит от задачи. Есть там пленэрная живопись, да, на пленэре там воздух, лепка, да, вот это вот все, игра живописи. А если, допустим, написать какую-то работу в интерьер, скажем, в интерьер какой-то более такой, ориентированный на более декоративную работу, да, можно написать и в декоративном варианте.
работу, ну, то есть которая не будет похожа на импрессионизм или экспрессионизм, а будет похожа на какой-нибудь там постмодернизм там, или что-нибудь там в стиле хай-тек, да, и так можно. Вот. Но у меня вот, если смотреть архив моих работ, там есть разные. Есть работы, где я пальцами писал. Вот под вдохновением там Ван Гога, да, когда вот фактура такая полосочками, да, как бы. Вот. Я пробовал и пальцами писать тоже. Потом подумал, не, ну как-то пальцами надо кистью. В искусстве нет ограничений, можно и пальцами. Да, естественно, конечно. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Самая долгая работа, вдумчивая, там, допустим, я обратила внимание, ну и вы сами об этом говорили, что все ваши работы, они как бы, ну, можно сказать, быстрые, энергичные, и полотна это потом передают зрителям, владельцам. Вот. А вдумчивая, долгая работа, которую вы оставляете, потом возвращаетесь, у вас есть такая работа? Это первый вопрос. А второй вопрос, это вот, помню, 2012 год, кафе «Вахидгуль», ну, может быть, 13 может, 12 точно не помню. И меня впечатлили ваши вот эти вот гастрономические картины. Это перец, гранат. Удачная была цветовая гамма, на голубом, бирюзово-голубом красные гранаты с белыми бликами. Это очень живо смотрелось, но у меня к вам такой вопрос. После этого были повторы, и ваше отношение к этому, и мнение по поводу того, что если художник художника повторяет, ну, вплоть даже до цветовой гаммы, это развивает наше изобразительное искусство, или это топтание на месте? Спасибо. И вам спасибо за вопрос. Я вот хочу уточнить, там было сказано, когда художник повторяет художника или когда художник повторяет свои же работы? Нет, художник. Когда художник другой повторяет. Ага, понятно. Ну, это не совсем плагиат, Понятно, наверное, понятно. да? Хотела произносить это слово, но вот, допустим, потом часто стала встречать, также, допустим, на голубом фоне был нарисован инжир, но другим художником. Уже часто встречается то, что на голубом фоне нарисованы гранаты, это уже часто встречается. Это... Но первым, конечно, родоначальник были вы, и ваша выставка, я это хорошо помню. Так, ну что касается вдумчивости, ну, я над многими работами своими думаю. Как бы ни казалось, что они вот легко написаны, но в этом-то и прелесть, чтобы они передавали вот эту вот легкость, момент, мгновение, эмоцию, но чтобы это сделать, тоже нужно подумать. То есть это как бы не автоматически взял, о чем ты там думаешь, и оно само собой. То есть все равно продумываешь примерно композицию, как это будет, как ляжет мазок, остановиться ли уже или продолжить. То есть это тоже вот процесс думания. То есть там переделывать. Ну, я стараюсь не допускать такого, чтобы приходилось что-то переделывать, потому что, ну, это уже все, ну, не то, будем так говорить. Должно быть вот здесь и сейчас точное попадание, потому что потом это уже будет чувствоваться, что там уже начинаешь крутить, что-то там вертить, это уже не то. Лучше я запишу эту работу. Бывает такое, что вот думаю, запишу ее, ну и записал, допустим, другую написал. Ну, чего материалу пропадать, холсту пропадать? Могу и записать. Но не переделываю. Я еще, извините, пожалуйста, сейчас и вопрос по поводу, да, вот работ. Почему я уточнил? Потому что у меня есть такая практика повторять свои же работы. Как бы я не повторяю работы других художников, просто потому что мне это неинтересно. Ну, мне достаточно своих там сюжетов, там, вот. Ну и как-то нечестно. Ну, так. Вдохновляться, где-то увидеть что-то, которое натолкнет, допустим, написать что-то в этом духе, да, но все равно это будет свое. Все равно ты будешь понимать это и отходить. То есть да и неинтересно выполнять, делать то, если как бы художник работает как бы конъюнктурно, да, вот там, чтобы на набережной сидеть и продавать что-то, тогда он может пренебрегать этим, ему как бы он нормально себя комфортно будет чувствовать. А когда ты чувствуешь себя, позиционируешь себя как художник, индивидуалист, да, будем говорить, то
это такой очень такой тонкий момент. Тут стараешься писать только, создавать что-то свое. Может быть, можно назвать это принципиальностью. Ну, как бы такого принципа нет, это скорее просто интимный момент. То есть или интересно это, или неинтересно. То есть есть просто стремление самовыражаться, а есть, когда человека удовлетворит и то, чтобы повторить что-то. Как бы. Ну и разные задачи есть. У кого-то действительно стоит задача именно повторить. Там, у реставраторов, например, да, или там художников, которые там работают на другой формат, да, реализации как такового продукта. Вот. Поэтому так вот в целом, если сказать, я не вижу ничего такого там, криминального, плохого в том, если человек повторяет. Ну, по крайней мере, я так на это смотрю. То есть я встречал, что там мои работы кто-то повторяет, например, да, или учится на них. Там просто вдохновился работой, вау, ну, попробую-ка я тоже так. Наоборот, хорошо, если это его вдохновило на вот этот сам такой сакральный момент творчества, да, наоборот, у человека вдохновило делать что-то созидательное в этот момент. Прекрасно, хорошо, пожалуйста, я только рад. Да, раз на то пошло, это даже и реклама. Ну, почему нет? Ну если говорит, что это его, да ну, пожалуйста. Ваше место никто не займет. Ну да, то есть все равно, что истина, оно останется истинным. Нет смысла вот это вот разбираться, следить, копать, а кто, а что, а чего. Я там в Евпатории, там в старом городе, стоят же там эти палатки, ларьки, там с магнитиками, ну, с всякими разными сувенирами. Вот. Я иногда встречаю там магнитики с моими работами. Ну, пожалуйста, как бы приятно, наоборот, приятно, это реклама. Очень даже. Вот. Ну, я не встречал в своей практике такого, чтобы там человек написал там работу и сказал бы, что это мои. Ну, понятно, он может написать, что мной написаны, ну, скажем, там, обычно у таких людей они достаточно тактичны и могут как-то указать, что там вдохновилась там работами там, этого автора, например, да, или да даже если не укажет, а скажет, что это мои работы, ну, знающие люди, они же все равно увидят. А если даже кто-то не знает ни меня, ни этого человека, и вдруг там, человеку понравилась работа, которая была повторена там, другим автором, да, скажем, ну, хорошо, если это ему принесет какие-то блага. Пожалуйста. Мне работы хватит, там туда смотреть даже, ну, то есть нет никаких этих. Наоборот, приятно, когда кто-то повторяет, кто-то учится. Мне даже как-то присылали фотографии аж с Красноярска в детской школе искусств. Мне присылали фотографии, вот смотрите, Ленур, на ваших работах мы детей учим, там что-то там. Тоже приятно. Вот. Поэтому тут уже кто как на это смотрит. Кто-то ревностно посмотрит, ты там повторил мою работу, и там он чуть ли не судиться пойдет за это. А зачем? Это же безобидное занятие. Ну, пожалуйста, от меня не убудет. Главное, а если человеку что-то прибудет, так хорошо. Оптимистично. Ну, так вот. Еще один вопрос, да? Ну, да. Buyurunuz. Чего об этом беспокоиться? Говоря об учениках, Ленур Бей, такой вопрос. Если бы вы вели или уже ведете преподавательскую деятельность, на чем вы делали бы акцент? Чему вы хотели бы научить детей? На что обращали бы их внимание? Сызге Саунус. Ну, да, бывали у меня ученики, но в таком формате, скажем, не методичном, скажем, там, частным образом, да, люди, которые вот расположены к моему творчеству, к личности как таковой, это тоже немаловажно, и заинтересованы были в том, чтобы там, их дети или они сами, там, взрослые люди, например, да, взяли уроки живописи. Были такие там, и дети, и взрослые, как-то приглашали отдельно там, на мастер-класс. Но обычно в формате мастер-класса, если там, провожу какое-то занятие по живописи, то это вот такой, как сейчас, непринужденный процесс происходит. То есть без... Потому что ну, вот так вот за 2 часа там, или за 3 часа на мастер-классе взять и
там, научить рисовать, ну, это практически невозможно. Обычно это просто времяпровождение. Но и возможность дать человеку раскрепоститься, да, попробовать себя в краске, попробовать себя выразить, да, что он там хочет, придумает, или там картинку какую-то, которую он хотел бы попробовать изобразить. Ну и даже в этом случае есть все равно какие-то ценные моменты, когда то, как человек это преподносит. Один там скажет, там, тут давай, вот тебе там предмет, вот, сиди там, ну, и рисуй. Ну, разные подходы есть. То есть каждый сам себе уже подбирает того, кто ему близок. В моем случае это вот так вот. Ну что, я обычно так стараюсь непринужденно, чтобы это вообще не было как урок какой-то, а вот просто вот давайте поиграемся, да, вот краски, да, вот тут вот так вот, тут вот так вот, тут вот так вот. И человек раскрепощается, и там уже будет видно, как он идет, и он уже сам для себя поймет, что у него есть, там, стоит ли дальше. Вот. Если он поймет, что да, что-то есть, он открыл в себе какие-то способности, он уже может принять решение поступать уже в учебное заведение, да, там, в художественную школу или в художественное высшее учебное заведение. То есть уже получать эти азы уже вот этой вот методологии. То есть это уже там, начиная там, от кувшинчика, шара, геометрических форм, розетками, гипсовыми головами, натурой и так далее, и так далее. То есть там уже идет непочатый край работы, то есть это уже идет такое вот обучение профессии, да, вот мастерство этому. Поэтому так вот официально у меня не было опыта преподавания вот высшему. Понятно, если я, скажем, допустить такое, что я там, скажем, в училище там, или в каком-то университете преподаю, понятное дело, это уже будет, это будут академические часы, это уже будет постановка, задачи решить, там, объем, форму, анатомию, там, ну, вот эти вот все дела, пропорции, тон, полутон, ну, то есть там уже работа. Вот. Есть там ученики, ученицы такого же возраста, скажем, взрослого, да, будем говорить, которые там благодарны, которые действительно... Вот в Симферополе была ученица, она сейчас вот живет в Греции, вот, ну, взрослая женщина, вот она увидела мои работы и говорит, а уроки как-то можно у вас, даете ли вы? Я говорю, да, можно. Вот. И я, в общем, приезжал, и мы с ней работали, писали, и я видел, что у нее ну, результат. То есть я увидел в ней способности, там, способность видеть колорит, там как-то сложно замешивать цвета. Я говорю, давай, Кристина, давай, тут есть над чем поработать, и все будет. Вот. И там, она выбрала для себя там сложный такой путь, там, портреты, фигуры, ей хотелось вот это уметь. Понятное дело, чтобы научиться рисовать портреты, там, фигуры, все это нужно время, много времени, вот, постановки. Вот. Но тут я как раз-таки демонстрировал, показывал именно вот академический подход. Там, лепка, да, там, лица, там, опять же, те суставы, коленная чашечка, как она решается, да, вот. То есть не просто там ноги, палки, руки, а чтобы это было видно, что это коленная чашечка, то есть уже с анатомическими какими-то моментами. Ей это было важно. То есть человек был именно настроен именно вот не просто как бы порисовать, а именно вот художником стать. Вот. И сейчас она уже там, она вернулась в Грецию, сейчас она уже выставляет работы, там, делает выставки, что-то продает. Вот, и всегда меня благодарит, боготворит, говорит, мой великий мастер. Там, ну, приятно как бы слышать это. То есть, что действительно вот это потраченное время, силы и что получилось, действительно передать что-то человеку. Вот. И я вот для себя тоже понимаю, что, допустим, преподавая где-то в каком-то учебном заведении, я чувствую, что я смогу, что у меня есть это. Другое дело организация времени, да, потому что это тоже по-своему заполняет жизнь и требует время. То есть это уже организация времени, потому что это уже график работы, да, то есть надо понимать это. Вот одно дело там пригласили, съездил на мастер-класс, там, 2-3 часа и уехал дальше по своим делам. А другое дело вот преподавать системно, да, там, уже быть привязанным к графику, к рабочему ритму и к определенным задачам. Там, ставить постановки, там, часы, там, расписывать это все, сколько, чего. Вот. Если так сложится, я с удовольствием попробую, почему нет. Поэтому я открыт к любым, как говорится, потому что
кто знает, какая еще на мне миссия, да? Ну, я думаю, что я все-таки украшаю мир своими картинами, привношу в этот мир что-то хорошее, доброе, светлое. Это уже хорошо, уже не зря. А если еще выдастся так на моем жизненном пути, что мне еще, скажем, там придется преподавать и передавать какие-то знания, если действительно это кому-то будет нужно, и это послужит кому-то каким-то фундаментом, ступенькой для того, чтобы найти себя в такой же профессии, например, я буду тоже рад этому. Как-то так. Еще один вопрос есть из Судака от Леноры Ханудюльбер, я его зачитаю. Эффект Бэнкси: может ли искусство дополнять реальность или стать ее частью, а также отголоском происходящего вокруг? То есть это, наверное, о роли художника вообще в обществе, в жизни. А можно еще раз, пожалуйста, вопрос? Извините. Что-то я немножко... Бэнкси есть такой, Я знаю известный такой художник есть, уличный. Да, уличный художник Бэнкси, так. И вот вопрос: может ли искусство дополнять реальность или стать ее частью, а также отголоском происходящего вокруг? Конечно. Ну, то есть, видимо, реагировать на определенные события. Конечно. Это, собственно, неотъемлемая часть нашей жизнедеятельности, нашего быта. Мы слушаем музыку, нам нравится, это влияет на наше настроение, на наше принятие решений, плакать нам или смеяться, остаться сегодня дома или на радостях выбежать на улицу, там, по делам, допустим, да, или там кино мы какое-то вдохновляющее увидели, тоже нас вдохновило на какие-то мысли. Это непосредственно влияет на нашу жизнедеятельность. Поэтому, ну, как таковое искусство – это одно из проявлений человеческой эмоции. А эмоции, как правило, они имеют влияние на жизнь всех нас. Ленор Бей. Да. А скажите, пожалуйста, как вы понимаете слова великого математика Лейбница? Искусство, живопись, музыка — это скрытое арифметическое упражнение души, которое вычисляет, сама того не зная. И также высказывание нашей современницы, ученой, профессора психологических, биологических, философских наук, то, что искусство — это не десерт. Это не то, что плов поел, а хурму, может, поем, а может, нет. Что люди должны слушать сложную музыку, созерцать живопись, слушать, читать сложную поэзию, литературу. Спасибо. Вам спасибо. Ну вот я думаю, что все-таки действительно в жизни есть как искусство, так и отдельное, немаловажное для нашей деятельности направление, как наука, да, как таковая. Там, биология, химия, математика. Математика тоже своего рода искусство. Да, все, собственно, искусство. Да? Искусство никак не от слова искусственное, а искусно. Да? Слово «делать» — это хорошо. А хорошо делается тогда, когда человек лично это переживает, ощущает, обдумывает, чувствует, наблюдает, превращает это в своем мышлении в нечто, да, в картину, в решение какой-то задачи или создание какой-то формулы, которая послужит созданию какого-то зелья, которое там вылечит, излечит от чего-то, да, например, химия, да, к примеру, там, или та же математика, да, цифры, много что на цифрах, да, начиная от времени, да, мы ориентируемся по времени, там, считаем числа, создаются разные всякие вычислительные машины, которые также непосредственно играют важную роль в жизнеобеспечении даже, не только в жизнедеятельности, а даже в жизнеобеспечении. Там, ну, всякие разные, скажем, медицинские аппараты, да, которые, это же все тоже программирование, да, это же тоже, как вот в музыке есть интервалы, ритм, в живописи тоже он есть, во всем есть ритм. Так вот, и в математике та же самая, если так уже вот ассоциативно говорить, в математике та же самая живопись, музыка, то есть вот этот ритм, объединяющий все виды деятельности, как науку, так и искусство. Поэтому вот слова
математика Лейпцига, Лейбниц, да, я не очень знаю там, математиков, ну там знаю, есть Ландау, есть там в Харькове там снимали фильм как-то про него, математик. Был там один, возле академии жил математик Митасов, его все, ну он как бы такой был, как, ну все думали, что он какой-то сумасшедший. Ну, видимо, у него свое, ну как это, может и сумасшедший, может и нет, но человек, он сам просто выбирает, как он себя будет проявлять. Так это вот как раз математик, который везде все писал, там просто какие-то слова, там мир, земля, там, как шифры какие-то, мир, земля, и это тоже было художество с его точки зрения. То есть он это все делал, не просто там написал, а он это все компоновал, писал, шрифт выбирал нужный, заполнял. То есть он мог где-то в городе вот так вот какие-то стены или там в подъезде где-то. То есть это такая легендарная, можно сказать, уже личность там в Харькове. Вроде математик, а проявлял себя как художник. То есть вот эти числа, да, он выбирал все вот столбиком, как ему написать, что там мир, земля, там небо, цифры, там раз так написал, тут синей краской, тут красной краской. Вот, у него квартира вся, все, что вот стол, холодильник, там порожек, там на ножках стульев, везде, там потолок, там стены. То есть практически такой концептуальная комната такая получилась. То есть вот к слову, да, о том, как вот бывает тесно, практически даже необъяснимо, и может даже не все может быть действительно настолько объяснимо, что это может показаться как, я не знаю, как расстройством, да, каким-то там у человека. А кто знает, расстроен он или нет. Может быть, он просто так решил себя проявить как художник. То есть математик, но он понял, что тоже вот эти вибрации какие-то его математические, да, он может это проявить в шрифте. Ведь линия — это уже рисунок. Я даже помню, что там уже какие-то последние классы в школе, когда уже пошли там тангенсы, котангенсы, пи, там корни, и когда я видел, как страстно на доске там, учитель математики там мел там сыпется, там, ну вот так вот. И все так это красиво, так все, ну просто, и хочется понимать, но ничего не понятно. Да, ничего не понятно, думаешь, как это красиво, и ты в тетрадку себе тоже так, ну, прям тоже, как говорится, ловишь кайф от того, что вот это вот все, не понимаешь ничего, но пишешь, ну потому что нравится это все, вот эти вот цифры, корни, пи, там, ну, и чувствуешь себя даже, как будто ты что-то глобальное решаешь. Ну, это вот даже на таком уровне как-то все взаимосвязано. Таких примеров действительно может быть много. Поэтому, да, ритм, вот эти вот интервалы, такт, как в музыке, да, золотые сечения, да. Ну вот музыки, например, опять же, музыки же тоже там, опять же, цифры. Вроде бы музыка это как бы слуховое, да, а читать ее, да, допустим, да, понимать ее, многие понимают именно вот по символам, нотам, да, и вот интервалом создаются вот эти вот временные отрезки. Там 3/4, 5/7. И уже человек понимает, как он сыграет там. Та, там раз, два, три, четыре. Или там раз, два, там раз-то и два, и три, и четыре. Ну там вот такие вот. То есть между раз и два есть еще та какой-нибудь. Вот эта пауза. Это же тоже время. И оно там... Это я просто как-то там немного занимался музыкой. Даже играли там с группами. И играл там на барабанах. И даже как-то в начале этого пути взял несколько уроков на барабанах. И там вот я познакомился с этими нотами, что там тоже есть своя математика. Вот эти вот доли, счет, свой ритм. Ну, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Сау Слинутбей. За такую открытую, даже местами откровенную беседу. Чохсаун за ваши прекрасные работы, которые излучают такое тепло крымское, и за ваше умение, наверное, в даже обыденных вещах, как какие-то там формулы, видеть что-то прекрасное и красивое. Пусть всегда вас вдохновение это не покидает. Чохсаун. Это подарок за то, что вы остались в Крыму. Согласен. Ну теперь это надо как гербарий
Как вы поняли, да, Сагунс. Харадинис Продакшн один из ваших больших поклонников. Да, Приятно один из очень, самых я известных вижу, ценю. Сагунс. Сагунс. Я вот тоже в ответ хочу, так как медиаплатформа называется Хара Денис Продакшн, поэтому хочу вам подарить еще один Хара Денис. Пусть Сергей Сагунс. Наслаждайтесь. Сагунс. Уже понятно, чей кабинет она будет украшать, эта работа. Чох Сагунс. А беседу с Линурубей можно вот в частном порядке теперь продолжить. Сагунс.